Приветствую! Сегодня будем делать уху из якутского карася. Правильно, уху, так назовем. Сперва надо прокипятить воду. Берем, я сегодня взял 5 средненьких карасей. Это хороший карась, жирный, кабайский карась. Да, мы прокипятили воду, она уже вскипела. Обычно люди ошибаются, что когда варят уху, они очень много воды добавляют туда. Уха должна быть, правильно, уха должна быть на малом воде, как говорится, чтобы все было сжато, полезные микроэлементы так хорошо усваиваются в организме. Сейчас будем накладывать. Смотрите, еще немаловажный аспект. Вот делается надрез, берется желчь каждого карася. И обязательно надо скипятить воду. Обычно некоторые ложат не кипяченой воде. И она когда ложишь в кипяченой воде, она вот этот разрез сразу скупоривается, сваривается. И внутри не вытекает, всякое вот внутренности, да, сразу оживляется и все внутри остается. А когда не кипяченой воде начинаешь варить, так быстрее получается, быстрее варится, но пока скипит, пока оттуда все, будем переворачивать, там шевелить ее, и она будет выходить с внутренности, а снаружи больше будет выходить, и соответственно уха будет уже где-то больше будет мутной станет там, неправильная уха будет. Короче, сейчас ложим. Вот скипела вода, на медленном огне кипит. Сейчас сразу ложим. Оп. Вот, смотрите, сразу замутнела, да? Сейчас она должна закупориваться на горячей воде. Так, вторую ложим. Сейчас прибавим, чтобы сразу закипело. Ага. Третья рыбка. Но я 5 штук положу, потому что стандарт такой для себя сделал. 5 штук как раз. Все. Вот так. Положили. Вот внутренности. Вот это все вытекало бы, если сюда пока она, если не скипяченая была бы, все в уху обычно вытекает вот такая жижа с внутренности. Сейчас пока закипела, пока остаивалась, она все вот в посуде осталась, да? Но это тоже, в принципе, вкусно. Ничего такого нету. Тут тоже микроэлементы есть, конечно. Но желательно будем исходить с того, что и вид приятный был. Не только вкус и полезно, а товарный вид, как говорится. Ну все, а соль по вкусу добавляешь, кто больше чуть-чуть, кто... Я немножко чуть больше делаю, чтобы вкус ухи ярко выраженная была. Самое главное, если карась жирный и хороший, да, тогда не добавляю лук, там перец и
лавровый лист желательно не надо добавлять. И молоко не надо добавлять. Просто на одной воде. Настоящая якутская уха тогда получится. Вот. Воды мало. Я сделал на литр воды 5 штук карасей положил. На литр воды только. Получается миска маленькая. Ну как раз пока закипит, испарится еще некоторые жидкость. Все вовремя будет. И получится жирная уха. Кстати, есть микроэлементы, которые действуют как снотворные. В якутском карасе есть такое. Если у тебя получилась уха жирная на малом воде, как говорится, тогда человек, когда пьет одну кружку, один стакан, все, сразу тянет его ко сну. Уникальная такая у нас карась, северный карась. Ладно, вечером перед сном попьем. Сейчас друг приедет. И жареной картошкой еще лучше будет. Карась с жареной картошкой. Все, благословением. Спасибо.